Прямо сейчас я передаю слово своим юным коллегам, а они расскажут вам детские новости. Ребята, вам слово. Благодарим, Сергей. Эфир телеканала «Якутия-24» продолжают детские новости. В студии Сургутский Алексей. И Валерия Антонова. Здравствуйте. Сегодня в России, как и во многих странах мира, отмечается Международный день защиты детей. Он был учрежден в 1949 году и проведен первый раз в 1950 году в 51 стране. И с тех пор отмечается ежегодно. В сам Международный день защиты детей в российских городах всегда происходит множество различных праздничных мероприятий. Наш город не является исключением. Сегодня в программе Дня защиты детей очень много мероприятий на различных площадках, не только в столице, но и по всей республике. Лера, а ты куда сегодня собираешься? Мы с семьей собираемся сходить в парк культуры и отдыха. Недавно там был ремонт. А ты куда собираешься? А я с друзьями хочу сходить на квест, потом в кино. Учебный год закончился, и для школьников начался период летнего отдыха. Выбора у детей много. Можно провести каникулы с пользой и записаться в лагеря. Некоторые имеют возможность отдохнуть за пределами республики. Наши коллеги Милада Сыромятникова и Володя Михайлов решили узнать, как проведут это лето школьники города Якутска. Дорогие ребята, наступила долгожданная пора – летние каникулы. А как мы их проведем? Я, например, собираюсь улетать в город Казань, где учится мой старший брат. А затем обязательно приеду к бабушке и дедушке в село Сунтар. Володя, а как ты их проведешь? На первый сезон я пойду в лагерь «Ритм». Мы там будем изучать точную математику. А на второй сезон я пойду в языковой лагерь. Буду изучать английский язык. Очень интересно. А теперь давайте узнаем, как летние каникулы проведут школьники города Якутска. Для этого мы пришли на самое людное место – Площадь Победы. Начинаем опрашивать детей. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы проведете свое лето? Мы поедем в лагерь в Красноярск. Ты? Буду гулять на площадке. Спасибо. А ты? Я поеду с ней тоже в Красноярск. Я поеду в Калининград, а потом обратно. Ты любишь лето? Да. Как ты думаешь, что ты новое увидишь и чем можешь заняться? Но я думаю, я буду заниматься, узнавать природу. Гитара. Ничего. Не знаю, купаться, например. Научиться купаться, либо же плавать. Ну, либо же на велосипеде научиться. А ты чем можешь заняться? Я больше всего гулять. Ты любишь лето? Да, обожаю. Домашки не задают. Спортом займусь. Чем вы любите заниматься летом? Ну, я люблю всегда приходить на Площадь Победы и тут кататься со своими друзьями. Я в деревню поеду и буду изучать бабочек. Я собираюсь поехать в деревню, покупаться в озере, ну и отдохнуть. Вот мы и узнали, чем будут заниматься школьники города Якутска. Кто-то поедет в деревню, кто-то пойдет в лагерь, кто-то будет просто отдыхать от школы или изучать бабочек, или пытаться играть на каких-то инструментах. В общем, наших ребят ждет прекрасное, незабываемое лето. Пожелаем им отличного отдыха и прекрасных каникул! Не стоит забывать и о летнем списке литературы. Мы вам расскажем о том, что чтение книг может стать интересным развлечением на лето. Что детская библиотека предлагает для своих посетителей, этим летом узнавала Диана Подковырова. Чтение книг способствует расширению словарного запаса, повышению грамотности. Дети ходят в библиотеку не только для чтения книг, но и для мероприятий. Среди них Кристина Чечинарова. Она посещает множество мероприятий в детской библиотеке. Мероприятия я посещала, да. Я уже, честно говоря, не помню, какие, да, но недавно было одно мероприятие, там игры были всякие разные, да, настольные игры там. Больше всего читать я люблю, какие-нибудь комиксы там про Гарри Поттера и так далее. Уже думаю, там какую-нибудь книгу забрать, почитать. Собираюсь.
Никита Оликов учится в 26-й школе. Его любимым жанром является научная фантастика. Читает парень и литературу, связанную с современностью. Кроме чтения книг, юноша посещает и мероприятия в библиотеке. Мы с классом недавно ходили на мероприятие в эту библиотеку, посвященное празднику Асохой. Я на нем был раза 4 с моими родителями, когда они по работе туда ездили. И мне, в принципе, там очень даже понравилось. В библиотеке есть 3 зала. Зал для детей дошкольного возраста и учеников начальных классов, для читателей от 12 лет и старше. Также есть читальный зал. Библиотека проводит мероприятия в течение всего лета. Все лето ее читатели будут получать за каждую прочитанную книгу солнышки. Ближе к 1 сентября наградят активных посетителей. Не забывают библиотекари и про 1 июня. Они подготовили интересные мероприятия. Мы всех детей, горожан и гостей приглашаем на этот праздник. Будет очень интересно с 12 до 4 часов в лесной библиотеке. В частности, наша библиотека для детей подготовила книжный квест «Незнакомое в знакомом» и настольную игру «Лото. Познай свою Якутию». Чтение учит правильно говорить, развивает воображение, улучшает память. Детская библиотека поможет в этом. Диана Подковырова, Нюргун Старостин, Якутск. Немаловажным является не забыть школьные знания за лето. Алеша Сенкинеев расскажет важный совет о том, как не забыть знания, полученные за прошедший учебный год. Здравствуйте, меня зовут Сенкинеев Алексей. Мне 8 лет. Летом важно отдохнуть, перезагрузиться и набраться сил перед новым учебным годом. Но полностью обнуляться нельзя, ведь уже через 3 месяца нам снова в школу. Я вам сегодня расскажу, как не забыть школьную программу за лето. Итак, математику можно тренировать через бытовые задачи. Например, посчитать, сколько овощей нужно для салата, составить бюджет поездки на дачу. Чтение 5 страниц каждый день, и вы заполните свой читательский дневник. Пишите письма, чтобы не забыть правила русского языка. Можно оставлять записки папе или отправлять бумажное послание бабушке. Не забывайте делать зарядку. Учителю физкультуры привет! Просматривайте фильмы и мультфильмы на иностранном языке. Так вы не только не забудете иностранный язык, но и подтянете его. Попросите родителей записать вас в летний лагерь. Там не только весело проведете время, но и полезно. По дороге на дачу или во время полива огорода можно прослушать подкасты по грамматике или разбору. Вот такие советы, к слову. Исследования показали, что после лета ученики 3 класса теряют 27% успеха за учебный год, а 7-го – 50%. А вот продолжительность каникул влияет на потерю знаний по математике не так сильно. Проблемы с правописанием тоже возникают после 7 недель каникул. Это подтвердили ученые Московского университета. Лето закончится, все равно придет время идти в школу. Важно не забыть полученные знания за зиму. Лучше приумножить их. Отдыхайте, но мои советы не игнорируйте. А следующий наш сюжет про то, как делают новостной телевизионный сюжет в главном региональном телевидении НВК «Саха». Наши юные корреспонденты Ксюша Подобашева и Саша Горохов расскажут о работе дирекции телеканала «Якутия-24». Каждое утро большинство якутян начинают не только кружечкой кофе и поеданием блинов, но и с просмотром утренних новостей, которые являются важной частью жизни каждого современного человека. Мы сейчас находимся в кабинете корреспондентов Newsroom и готовы рассказать обо всем. Важной частью любого новостного сюжета являются корреспонденты. Их основная задача – осветить события, взять интервью и составить сюжеты. Это является тяжелым трудом, но в то же время очень интересным. Новости и корреспонденты неразрывно связаны, так как именно они первым появляются на местах событий. Один из них, Александр Хавренко, в этой профессии уже много лет и является военным корреспондентом. Быть военкором – это очень интересно, ответственно, сложно и временами опасно. В первую очередь получилось так, что у канала, естественно, возникла необходимость в собственных военкорах, потому что идет специальная военная операция, на ней задействованы ребята, в том числе из Якутии, как наши доблестные воины проявляют себя на полях сражений, как республика помогает в
доставки гуманитарной помощи, доставки каких-то технических средств, ну и вообще в моральной поддержке наших бойцов. У телеканала есть несколько студий, среди них и так называемая «Зеленка». Сейчас мы находимся в одной из студий телеканала «Якутия-24». Именно отсюда вещаются самые заметные новости для жителей Якутии. Но студия – это только часть всего процесса. Приехать на место съемок, взять комментарий – это лишь только половина работы для создания сюжета. Должность режиссера эфира – очень ответственная работа. Выбирать кадры, выставлять звук, монтировать, а также выдавать новости в эфир. Это очень важный элемент для составления качественного материала. Работать режиссером заключается как раз-таки в том, что на тебе лежит больше не сколько ответственность, а сколько эффективность для работы именно непосредственно с оборудованием. Сглаженная работа зависит непосредственно от самого режиссера выпуска. Также есть режиссеры монтажа, режиссеры как раз-таки разных проектов, которые обогащают непосредственно сам телеканал Якутия-24. Но стоит понимать, что без должного руководства новость не сможет попасть в эфир. Кто-то обязан следить за благоприятными условиями работы своих сотрудников и тщательно следить за тем, чтобы не было никаких ошибок. Всем процессом создания новостей руководит Марьяна Тарасова. Новости – это довольно трудоемкий процесс. Все думают, что работать на телевидении очень легко, но я заверяю, что это не так. У нас редакция работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. У нас нет выходного дня. Конечно, у нас работа посменная. Мы организуем этот рабочий процесс, чтобы было удобно для всех, у людей были выходные. Но, тем не менее, работа сложная, потому что новости не ждут определенного часа. Весь процесс журналистики – это тяжелый труд для творческих сотрудников, а также это очень интересная и познавательная профессия. Один день в роли корреспондента оставил важный опыт и незабываемые ощущения. Ксения Подобашева, Саша Горохов, Владимир Павлов, Якутск. Дружному движению под названием «Юнармия» исполнилось 8 лет. Юные ребята в красных беретах есть в каждом регионе нашей страны. Оно является самой массовой организацией для детей и подростков. О том, как они провели свое празднование, смотрите в сюжете Дамира Сыромятникова. В сентябре прошлого года открылся первый дом Юнармии в Якутске. В этой организации юные ребята в свободное время от учебы могут осваивать волонтерские способности, получать новый опыт в общении со сверстниками, а также получить начальную военную подготовку. В честь дня празднования многих школьников торжественно приняли в ряды юнармийцев. Сейчас в якутском отделении Юнармии уже больше 9000 ребят. Многие из них заканчивают школу и думают, чем будут заниматься дальше. Например, Диана Малышева, выпускница школы номер 2, гордится, что она юнармеец. Она планирует служить в армии, а потом поступить в полицейский колледж. Недавно тоже спал, тоже в ряды Юнармии. Это для меня это, как сказать, патриот Родины. Обучаемся разборке автомата, маршировки, сборки разного предмета. Сняем темы, выступаем разными мероприятиями. Я после 9-го иду служить в армию, и после этого я пойду поступать в полицейский колледж. Эркин Исаков учится в школе номер 6 и одновременно занимается в Юнармии. Он рассказал, что это нелегко, но ему удается совмещать учебу и занятия в движении. Стал я юнармейцем 3 года назад, помню, в сентябре где-то, 8-го, если быть точным. Совмещаю здесь, конечно, сложно бывает, учителя ругаются. Так-то я нормально учусь. Учат патриотизму, медицине учат, как стрелять, разбирать автоматы. Всему учат, даже жизни. Директор штаба регионального отделения Юнармии Александр Кузьмин рассказал, что создаются все необходимые условия для школьников и юнармейцев. Совместно с нашими партнерами при поддержке правительства республики мы планируем создавать центры юнармейской подготовки Дом Юнармии в муниципальных районах, городских округах. Сегодня у нас открыто в городе Якутске, Мегино-Кангаласском и Вилюйском. Это основная цель такого движения. С момента его создания к ним присоединилось очень много детей и подростков по всей России. Для участников движения открывается много интересных возможностей, таких как специальные смены в детских центрах «Орленок» и «Океан».
Вступить в юнармию может любой желающий от 8 до 18 лет. Дамир Сыромятников, Григорий Охлопков, Якутск. Искусство грации. Якутские гимнастки готовятся к международным играм «Дети Азии». Молодые дарования не пропускают ни одного дня тренировок. Это понятно, ведь наши гимнастки являются призерами множества всероссийских соревнований. О том, как проходит подготовка к важнейшим международным играм «Дети Азии», расскажет наш корреспондент Аделия Трофимова. На данном этапе сформированы 2 сборные команды из 16 гимнасток. Спортсменки будут выполнять групповые упражнения, участвовать в командном зачете и выступать в индивидуальных программах. В сборную Якутии вошли гимнастки из разных клубов столицы – из «Либерти», «Бриллианты Туймады» и «Сияние». Только что я выполнила элемент под названием «Итальянское фуэте». Этот элемент является обязательным для всех гимнасток, однако самым дорогим элементом называется риск, то есть высокий бросок с вращениями. Судейство в художественной гимнастике выстроено таким образом, что одну гимнастку, или одну команду, если это групповые упражнения, оценивает 4 бригады судей. Бригады, оценивают так называемую трудность тела, трудности предмета. Следующая бригада – бригада исполнения. Это те судьи, которые оценивают всю программу целиком, и они вносят сбавки. Я начала заниматься художественной гимнастикой 6 лет, меня привела мама. Я сначала занималась танцами и часто видела девочек-гимнасток. Мне очень понравилось тем, чем они занимаются, поэтому я попросила, чтобы меня тоже привели туда. К нам приезжала тренер из Новосибирска, Нина Лазарева. И мы занимались по 8-9 часов в день. Было очень сложно. Сейчас мы занимаемся точно так же. У нас усиленная подготовка. Мы работаем над чистотой, над эмоциями. Следующая бригада – артистика. Оценивает всю композицию тоже целиком. То есть композиция должна иметь развитие, должна иметь начало, конец, должны быть динамические изменения в музыке, в характере движения. Обязательно должна иметь какую-то смысловую нагрузку, то есть гимнастка должна показать какой-то образ. Художественная гимнастика всегда была предметом многочисленных споров о том, к чему она ближе – к спорту или к искусству. Мне кажется, что она больше подходит и к тому, ведь это очень красиво и эстетично. Как рассказывают гимнастки, самое сложное для них – работа с булавами. Но, несмотря на это, тренер сборной Александра Бронских полностью уверена в своих ученицах. Мы уже вышли практически на финишную прямую. У нас осталось меньше месяца до игр. 27 июня у нас уже начнутся соревнования. Сейчас тренировки идут двухразовые. Мы тренируемся около 7 часов в день, 6 дней в неделю. Когда мы уже выйдем, так скажем, на контрольные тренировки, то будет одна тренировка, и с утра будет так называемая тренировка по общефизической подготовке. Сборная Якутии по художественной гимнастике – одна из лучших на Дальнем Востоке. За плечами юных спортсменок несколько престижных наград в региональных турнирах. Участие в международных играх «Дети Азии» – прекрасный шанс для наших спортсменок проявить себя и построить профессиональную карьеру в этом нелегком спорте. Аделия Трофимова, Нюргун Старостин, Якутск. Это были все новости к этому часу. Поздравляем всех ребят с Днем защиты детей. До новых встреч в эфире!